4 марта 2010 года жители Абхазии постигла печальная весть о смерти Владислава Ардзинба. Тогда казалось, что время остановилось, и страна словно оцепенела в безмолвии. В каждой семье ощущалась неподдельная скорбь. Во всех организациях и на предприятиях, в школах и вузах стояли живые цветы и портреты первого президента. С того дня прошло 14 лет, но годы лишь подчеркивают значимость утраты. Ежегодно в день смерти великого лидера жители Абхазии считают своим долгом почтить его память у мемориала в селе Ишера. Отдать дань памяти Владиславу Ардзинба пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, депутат Госдумы России Константин Затулин, общественность. Жизнь Владислава Ардзинба неразрывно связана с судьбой страны и всего абхазского народа. Он был человеком науки, но судьба распорядилась иначе. Владислав Григорьевич появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных моментов ее истории. Именно он возглавил национально-освободительное движение и осуществил вековую мечту абхазов о свободе и независимости. Тот фундамент, который заложил великий Владислав, а он на века остается. Соответственно, таких людей мало, не хватает всегда нашему народу. Но как Владислав, то, что сделал Владислав, просто за это надо держаться и идти вперед. Что надо делать? Жить его заветами, бороться за свободу и независимость Абхазии. Абхазия настолько маленькая и хрупкая, и если мы ежедневно за свою независимость не будем бороться, его у нас отнимут. Я считаю, при всех наших минусах мы на верном пути. Мы не должны останавливаться, не самоуспокаиваться, а идти вперед, особенно молодежи. Имя Владислава Ардзинба прочно врезалось в память и умы тех, кто бок о бок прошел с ним кровопролитную Отечественную войну. Наряду с сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью Владислав Григорьевич был всегда близок и доступен для своего народа. Люди, которые лично были знакомы с ним, вспоминают многогранность и сложность его характера. Он был лидером и остался. Качество политика, качество очень крепкого человека, у которого есть особый стержень, он, конечно, показал нам всем. Да. И мы, конечно, были рядом с ними. Началась война. Я не скажу, что мы прямо с первого дня, у нас не было растерянности, не было, скажем, каких-то моментов, но в короткий срок, буквально в течение часа, 2-3, мы уже знали, что и как делать. И Владислав был впереди. Мы ему доверяли во всем, буквально во всем мы ему доверяли, да, потому что нельзя было не видеть, что он полностью предан делу освобождения, победы Республики Абхазия. Он сделал настолько много, что говорит это просто так коротко, это невозможно. Он отдал всю себя делу Абхазии. «Свобода об сны – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Ардзинба. И действительно, судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. Следуя зову Ардзинба, люди обретали смелость и шли вперед. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение, решать вопросы обеспечения тысяч беженцев. И, несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Абхазии очень повезло, мне кажется, как многим народам. Во главе ее в решающий момент стал Владислав Ардзинба, и кроме него никто не мог бы выполнить эту роль. Именно он объединил народ в сопротивлении и победил в этой Отечественной войне. А на смену Владиславу пришел Сергей Багапш, и именно при нем Абхазия была признана Россией и другими государствами. И, наверное, то, что сделал Владислав, не смог бы сделать кто-то другой. И, наверное, то, что сделал Багапш Сергей Васильевич, тоже никто бы другой не смог бы сделать. Вот
они передали друг другу эстафету. И до тех пор, пока существует абхазский народ, я надеюсь, он будет существовать вечно, как и Абхазия, я уверен, все всегда будут возвращаться к этим событиям и к этим людям. К этой дате, я уже говорил, отношусь двояко, потому что это день рождения моего названного старшего брата Сергея Васильевича Багапш и день, когда ушел от нас великий сын абхазского народа Владислав Григорьевич Арзымба. Это выдающаяся героическая личность. В самый ответственный период в истории братского абхазского народа именно этот человек взял на себя ответственность. А благодаря решительным, мужественным действиям Владислава Григорьевича, который поддержал братский абхазский народ, благодаря мужеству и героизму защитников Абхазии, мы сегодня можем с гордостью говорить, что наше поколение и поколение Южной Осетии и Абхазии, мы сделали тот великий шаг, что мы восстановили государственность Абхазии и Южной Осетии спустя многие столетия. И этим мы сегодня должны гордиться, должны дорожить и должны ценить память тех людей, благодаря которым мы добились этой великой победы. Владислав Арзымба сочетал в себе качества подлинного интеллигента и в то же время человека скромного, близкого и понятного для каждого. Теплые были отношения, он всегда благодарил, говорил, таких, говорит, вы, матеря родили своих таких сыновей, воспитали, говорит, в них столько патриотизма, говорит, это благодарный он был всегда. Память о лидере увековечена в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы, герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Арзымба. Во время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Пстаза расиху ксадгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Национального героя, лидера Абхазии Владислава Арзымба уже 14 лет нет с нами, но по-прежнему живы его идеи, как и жива его вера в будущее независимого абхазского государства. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.